Здравствуйте, меня зовут Назаров Аркадий. Сегодня я вам расскажу, какие документы необходимы для продажи квартиры. Всего их 3, и первый документ – это свидетельство о праве собственности или выписка из Единого государственного реестра недвижимости. Это единственный документ, который подтверждает, что именно вы являетесь собственником данной квартиры. Если квартира долевая, то от всех собственников требуется данный документ. Второй документ – это технический паспорт или кадастровый паспорт. Технический паспорт – там, где прописывают основные характеристики дома, то есть это площадь, планировка, износ дома, материал стен. Если вы хотите продать квартиру в ипотеку, то вам необходимо знать процент износа своего дома, так как банки не пропускают больше 60% износа. Третий документ – это документ основания приобретения права собственности. То есть это документ, указывающий, на каком основании была приобретена данная квартира. То есть это может быть договор купли-продажи, дарение, наследство, договор долевого участия, приватизации или судебного какого-то решения. Также вам необходимо будет предоставить справки. Справка форма 3, она берется в паспортном столе, где указываются лица, которые были прописаны в данной квартире. Также вам необходима будет справка о том, что нету задолженностей по коммунальным платежам, электро-, газу и водоснабжению. Еще бывают такие исключительные случаи, когда необходимо бывают дополнительные какие-то документы. Это, например, когда продается квартира, в доле в котором находятся несовершеннолетние дети. В этом случае вам необходимо будет предоставить разрешение с органа опеки и попечительства на продажу квартиры. Эта справка делается 15 рабочих дней, поэтому если у вас нету этой справки, лучше сейчас пойти написать ее, чтобы в момент продажи она уже была готова. Еще когда продается комната, в этом случае требуется согласие всех соседей. Комнаты именно в секционном общежитии, потому что они имеют преимущественное право покупки данной комнаты, иначе сделка будет недействительна. Еще третий случай, когда квартира была приватизирована. В этом случае вам необходима будет поквартирная карточка. Это документ, где указываются лица, которые были прописаны в момент приватизации, так как они имеют право получить долю в данной квартире. Если у них нет доли, то должны быть отказные письма, которые хранятся в Департаменте жилищных отношений. Итак, мы перечислили все необходимые документы для продажи квартиры. Если у вас все эти документы есть на руках, то можете быть спокойны. Но еще бывает такая исключительная ситуация, когда продавцы продают квартиру с задолженностью по ипотеке. Мы отдельно на эту тему снимем ролик, поэтому если вам это интересно или у вас еще остались какие-либо вопросы, можете написать в комментарии. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Всего доброго, до свидания.